Июни-жох бразимия пысыз апсныжлары зарезамтаны пелот перачарапхет пизцаран яхопшван июнисский зевшуксыз би республикат бюджета за законайта корпоралагалары за проект. Уезажох хайзет апснапыза министри хатыбой, а финансовый министр Джансох Нанба. Вака хнткарат бюджета хашалый, а нах пирохтап каринуцкот пихар хартукар чарпса харапун. Сентут пихнткарат бюджет, а миллиардки фижеза миллионы юшибшини жужа нызк маатьяцо пурастулати федерации ханацазацхарара хонпи пшиши ханежежуба миллионы жишижи биш нызк маатапара. Уяхт хыши ханежа миллион маатапсна, а социал-экономика пшьяра язгуб. Ханежа миллионы хуши и жижуба нызк маат, а инвестиция программу ка рынок зараза бюджет инвестиция квирзовшхуй. Еробас Апснахаде резерв фонд язалху хышини жуба миллион мат, яцопшини жаха миллионы фышихани века низкмата пара. А финансовый министр из Лехозала отбылахаде резерв фонд аконпи яцрца запара продукция ходит аквакалек зила айкурашерах, акопи айбути бжарав школы близа хабра айтеша кургуларах, хазиго отбылава социал псхарар рытрах, وباس يقرت حنتكارت وصفرت كور نقرزة. أقول بزيرك شري أنصار الدري كولتوري سبورتي روسوس والله فخو أشتخرخم. أبوز министр خاطب وفينانس كور министр ياجو خاشتخ جل رئيس депутат فرغانا خلي قلصان يويبشم الزارق. Как сколько увеличивать президенту можем мы? Объясните мне. Это резервный фонд, который делает все, что он хочет. Можно сказать. Не совсем. Совсем так. Мы контрольной палаты заключения читаем, все прекрасно читаем. И еще мы хотим увеличить его, я извиняюсь, что вас перебиваю, на 90 миллионов рублей. Перед выборов тем более. Увеличение зарплат мы полностью согласны. Это такой шанс появился, нужно помогать нашим бюджетникам, учителям и всем остальным. Но почему мы увеличиваем бюджет президента на 90 миллионов? Данное увеличение связано в основном с тем чрезвычайным происшествием, которое произошло у нас в городе Сухум. Вы знаете, что у нас сгорела средняя школа номер 2 имени Пушкина. Вот. Безусловно, оставить этот объект не отремонтированным мы не можем. И в рамках поставленной задачи президентом, значит, всеми заинтересованными органами была проделана соответствующая работа. И был предложен именно такой вариант, так как данное происшествие является чрезвычайной ситуацией, и в рамках действующего законодательства осуществить подобного рода расходы не запланированы, да, можно только из резервного фонда. А где следная документация, что 90 миллионов рублей? Речь не о 90 миллионах, значит, не вся эта сумма, безусловно, пойдет на восстановление сгоревшей школы. А сколько пойдет? На сегодняшний день, да, все необходимо проектно-сметные документации и заключение государственной экспертизы, насколько мне известно, находятся на финальной стадии. Вот, то есть точную цифру мы узнаем чуть позже. А можно спросить, а причина возгорания этой школы какая была? Ну, насколько мне известно, по, значит, оценкам экспертов, которые проверяли, это и МВД, и служба, и Министерство по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло из-за, так скажем, электропроводки на крыше, в чердачном помещении данного объекта. Более того, насколько, значит, был проведен анализ для установления причин, да, в проектной документации на момент строительства и капитального ремонта этой школы каких-либо электрических, так скажем, электрического оборудования на крыше не должно было быть, в принципе. Возможно, вы оговорились, отвечая на вопрос о причинах возгорания в школе Сухумской. Ни по проекту, ни по другим документам, ни одного сантиметра электропроводки на чердаке этой школы не было. Вы оговорились, потому что вас снимало несколько камер. Если мне не изменяет память, то я именно так и сказал, что по проекту, по плану
электрического... Правильно не было. Но вы назвали электропроводку как причина возгорания. Фактически, да. Откуда она там взялась? Несанкционировано. В этом-то весь и вопрос. Ну, вот этого не было сказано, так и рождаются мифы. У нас их слишком много на квадратный метр. Так и рождаются мифы. На этой крыше, повторяю еще раз, для журналистов и для коллег, по проекту не было ни 1 сантиметра электропроводки, кроме дежурных ламп изолированных. Если что-то там появилось, то это после. Это дело компетентных органов. Значит, достаточно значительная доля средств идет на оказание материальной помощи людям, нуждающимся в срочной медицинской помощи, как за пределами Республики Абхазия, так и внутри. То есть в этом плане в отчетах, которые представляются по использованию резервного фонда президента, видно, что государство немалые деньги выделяет на оказание помощи простым рядовым гражданам. Это и оплата, значит, тех медицинских услуг, которые не могут быть оказаны на территории Республики Абхазия, и в Российской Федерации, и в, значит, Армении. То есть всячески мы пытаемся имеющиеся возможности направить на поддержку простых граждан нашей страны. У нас есть данные, что были нецелевые использования денег. И как вы говорите, то, что нуждающимся помогают, мы не против этого. Но мы видим, что это практически не происходит. Потому что эти люди с аппарата президента приходят к нам сюда в парламент потом, когда их не принимают, которых экстренно надо вывозить. Мы знаем, что у нас большие долги в Российской Федерации, в больницах. Наших пациентов не принимают туда. Раньше на чрезвычайной ситуации нам хватало 100-150 миллионов резервного фонда президента. Сейчас не хватает 350 миллионов, мы хотим увеличить до 440 миллионов рублей резервного фонда президента. Ну а сколько мы будем его расширять? Нецелевое использование денег, тем более Российской Федерации, это вообще уголовно наказуемое деяние, правильно же? Мы так понимаем? Да, я могу прокомментировать еще слова президента, который сказал, что чиновники воруют полмиллиарда рублей в год. Может, лучше там сэкономить? Я прокомментировал только что, цитирую президента нашего. Ну, я думаю, что это вопрос компетентных органов правоохранительных. Для них данное высказывание должно быть поручением. Разобраться и, соответственно, привлечь кого-то. Я думаю, генеральный прокурор вице-премьера слышал, что данное высказывание должно быть сигналом для... Вот эти изменения, которые мы в текущий бюджет вносим, наверное, надо сказать спасибо Российской Федерации. Я так понимаю, что львиная доля этих изменений в бюджет и помощи нашим соотечественникам, социальные выплаты, бюджетные зарплаты и так далее. Это все и формирование президентского фонда. Я так понимаю, что фактически это помощь Российской Федерации. Ну, в принципе, у меня вопросов других нет. Это, наверное, то развитие, о котором мы говорим. По собственным доходам Да, по собственному. только 50 миллионов. Все понятно, других вопросов не имею. Какая все-таки сумма увеличения собственного бюджета, которая произошла, вот изменение в этом сегодня, что мы говорим, собственный бюджет, собственные доходы какие? 50 миллионов 407 тысяч 800 рублей. Тогда у меня следующий вопрос. В то время, как у нас накопились долги, мы не можем выплатить заработные платы, мы уже давно говорим о медицинских учреждениях, которые находятся, которым мы должны еще сделать выплаты. Да, люди возвращаются, болеют, не могут пойти лечиться. Зачем надо было в изменении 2019 года на 50 миллионов находить какие-то строительные работы, чтобы их освоить, если эти деньги можно было пустить на погашение долгов, которые мы уже имеем? Данный вопрос у нас на самом деле не первый раз обсуждается, а именно речь идет о погашении задолженности
Министерства здравоохранения Республики Абхазия перед лечебно-профилактическими учреждениями Российской Федерации. Значит, в рамках того же соглашения 17-й межправкомиссии было принято решение, значит, средства, полученные в 2017 году, значит, на приобретение лекарств, направить в размере 50 миллионов рублей направить на погашение задолженности, которая на сегодняшний день имеется перед абхазской стороной. В рамках исполнения данного решения межправкомиссии абхазская сторона, значит, в установленные сроки направила все подтверждающие документы о существующей задолженности в Министерство здравоохранения Российской Федерации. В рамках этого же решения Министерству здравоохранения Российской Федерации поручено до 15 февраля 2019 года подтвердить наличие имеющихся задолженностей по конкретному лечебно-профилактическому учреждению, и, соответственно, мы бы получили одобрение на погашение этой задолженности. Деньги уже находятся у нас, но в рамках действующего соглашения мы должны получить подтверждение от Министерства по делам Северного Кавказа для того, чтобы мы фактически могли закрыть эти задолженности. Именно поэтому, потому что данный вопрос уже на МБК принято решить таким способом, мы и собственных средств не планируем на погашение задолженности. Хорошо, а из собственных средств можно планировать выплаты по тем же строительствам, которые у нас есть долги? У нас же есть масса незаплаченных долгов. Хорошо, оставим лекарственные средства, там, выплаты по болезни и всем остальным. Давайте тогда мы на строительство, на новое строительство пускаем, а у нас есть долги на старом. По выполненным. По выполненным работам у нас есть долги, собственные долги. На самом деле, По которым уже решение суда. Да, по которым есть решение, судебное решение. Можно я буквально ремарку одну? Уважаемые коллеги, ранее обсуждая, позвольте просто ремарка, ранее обсуждая перечень строительных объектов, необходимых произвести в 2019 году, мы говорили о том, что это не должно быть задолженности. Если вы помните, Илья Чичикович, это развернулась у нас здесь очень бурная дискуссия по поводу того, куда же отправить 200 миллионов, да? И мы утверждали, либо это должны быть запланированные объекты нового, строительные объекты, строящиеся в 2019 году, либо погашение задолженности. Все мы тогда ратовали за то, чтобы 200 миллионов, я просто вам напоминаю, да, 200 миллионов направили на новые объекты в 2019 году. Айма кайчакас цизагуана кроку хасабар зуна синпетихнт карат бюджет апсахроку аларглд. Анаюс ларейзера депутатша мадзалат бюджетиралы алархит ерехадзо аустберти арбитраж аустберти акоючем чири район аустбертаква рушка азбейтша.